Идея создания Урянхайско-Тувинской энциклопедии появилась более 10 лет назад. За это время проделана большая научная и организационная работа, в которой приняло участие около 170 ученых Тувы. Инициатором проекта является региональная общественная организация «Мир тувинцев», которая благодаря поддержке правительства Тувы в 2018 году выиграла президентский грант. Тираж этой книги будет расходиться бесплатно. Это условие фонда президентских грантов. Мы благодаря поддержке фонда получили в общей сложности почти выполнили работу на 10 с лишним миллионов рублей. Это поддержка фонда на подготовку словников, на подготовку материалов и статей энциклопедии. Мы передадим во все библиотеки нашей республики. Это более 500 библиотек, школьные библиотеки, сельские библиотеки. Все они получат. Наряду с этим, при поддержке Министерства информатизации и связи, эту энциклопедию сопроводим электронной версией энциклопедии. К электронной форме этой энциклопедии будут иметь доступ все, кто имеет вход в интернет. Как и всякие энциклопедии, они построены по принципу алфавитного порядка. Тут по темам разделения нет. Формальный начинается с буквы А и до буквы К. Это первый том будет. А потом с буквы Л и до Я будет второй том. И пока я вот держу, это рукопись первого тома, над которым мы уже завершили работу. И мы проверяем, допущены ли ошибки, и после этого уже начнется печать. Здесь не только текст, здесь иллюстрации, здесь общая информация идет в начале республики, а потом уже идут, начиная с буквы А, и далее уже по алфавиту. Здесь, например, вот статьи Алданмадр, есть село, а потом Алданмадр, есть кинофильм. Составление словарных статей имеет свои особенности. Здесь какого-то анализа, характеристика какого-то события, персоны нету. Здесь фактически справочный материал. Многотомная Урянхайско-Тувинская энциклопедия – это универсальное научно-популярное справочное издание. Авторы проекта отмечают, что аналогичные энциклопедии имеют почти все регионы, а у Тувы она первая. Методическую помощь оказывали авторы башкирской и татарской энциклопедий. На основе данных, собранных в Урянхайско-Тувинской энциклопедии, могут создаваться энциклопедии узкоотраслевые, школьные и другие. По разделу археологии будут представлены статьи о многих археологических памятниках, расположенных на территории нашей республики. Статьи были подготовлены ведущими археологами нашей Тувы. Археологические памятники, несомненно, занимают важное место в культуре нашей родной Тувы. И данные статьи, как справочная информация, будут очень полезны для подрастающего поколения, для школьников. То есть можно эту информацию использовать при проведении уроков, классных часов в районах нашей республики, где и расположены, соответственно, вот эти археологические памятники. Это древние курганы, захоронения, каменные изваяния, древние города, стелы, балбалы и так далее. Пару лет назад был случай, все, наверное, об этом знают, как древние петроглифы на памятнике Малый Баянкол были расписаны именами каких-то людей. Об этом памятнике тоже будет в энциклопедии, и местоположение тоже будут знать, и будут беречь и охранять наши памятники. Первый том Урянхайско-Тувинской энциклопедии открывает обзорный очерк с общими сведениями о нашем регионе, его природных условиях, историческом развитии, населении, экономике, просвещении, здравоохранении, культуре и спорте. Я писала статьи по отрасли экономика и редактировала статьи по отрасли оружейноведения и медицины. Я являюсь научным сотрудником в Тувинском институте гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований в отделе научного сопровождения реализации индивидуальной ускоренной программы развития Тувы. Но деятельность связана с исследованием экономики Тувы. Как я писала по отрасли экономика, были статьи об организациях и предприятиях, которые внесли какой-то определенный
свой большой вклад в развитие в экономике Тувы. Какие-то предприятия закрывались, какие-то открывались, и таким образом мы узнаем, что происходило в Туве. То есть посредством, через призму становления и, ну, скажем так, разрушения предприятий. То есть было очень интересно в такой динамике посмотреть, как все развивалось. Национальный архив Республики Тува подготовил несколько статей для энциклопедии про героев социалистического труда. Работая над статьями про героев, мы столкнулись с некоторыми трудностями. Не было информации о подлинной дате рождения или смерти данных героев. Трудность была в том, что работа над энциклопедией шла параллельно с основной работой, которую мы каждый день исполняем. Думаю, с этим столкнулись, наверное, многие авторы энциклопедии. Многие авторы энциклопедии, работая над своими статьями, посещали архив для поиска нужной информации. Работа была очень насыщенной и плодотворной. Создатели энциклопедии стремились отразить в издании всю полноту информации о республике с древнейших времен до современности. Однако они допускают, что некоторые сведения могут отсутствовать. Первый том Уренхайско-Тувинской энциклопедии выйдет в свет уже в октябре. Второй том будет выпущен до конца этого года. Айдана Холок, Буян Уюн, Миран Иргит, Тува 24.